Вот началось все с той стороны. Вагончик именно был просто объят пламенем, языки дыма были очень высокие, все было полностью задымлено. От небольшого поджога травы до серьезного пожара в приюте для животных. Всего за несколько часов пламя перекинулось на вагончик, где находились больные бездомыши. Огонь уничтожил все материалы, которые были закуплены для новых вольеров. Как правило, весна не только пора цветения природы, но и весьма неприятных сюрпризов для МЧС Ингушетии. Основные причины пожара именно в горении сухой травы – это является, конечно, детская шалость, также неосторожность при курении граждан. И также причиной является именно неосторожность, нарушение требований пожарной безопасности уже жильцами. Именно выжигают сухую траву, именно чтобы очистить территории, прилегающие территории, также для сенокоса некоторые. Весенний пал сухой травы для некоторых жителей республики является чуть ли не обязательным атрибутом субботников по уборке территории. При теплой погоде прошлогодняя трава горит как порох, а при попутном ветре одна маленькая искра за считанные секунды может перерасти в бедствие. С начала года в республике уже зафиксированы такие случаи. За истекший период 2023 года пожарные спасатели привлекались 9 раз на горение именно сухой травы, именно ландшафтные такие пожары. Конечно, на сегодняшний день также группы созданы, которые объезжают максимально обхват жилой сектор доведения запрета выжигания сухой травы. Также по каждому горению сухостою, именно горению сухой травы, дознавателями уже территориально проверяют, именно проводят расследования для установления причастных лиц именно по горению сухой травой. В дальнейшем уже с привлечением к административной ответственности. В таком случае поджигатели ждут немаленькие штрафы до 4000 рублей для физических лиц и до 200 тысяч для организаций. В таких условиях жечь сухую траву – безумие, но кому-то это, видимо, невдомек. Волей Всевышнего у нас в прошлом году не было лесных пожаров, удалось не допустить перехода возгорания на территорию лесного фонда. В этом году у нас уже было открытие пожароопасного сезона. 13 марта он открылся у нас, по 30 ноября он будет считаться открытым. Подготовка к пожароопасному сезону у нас начинается еще в декабре месяце с подготовки планов тушения пожаров в лесничествах и подготовки уже сводного плана тушения пожаров, который утверждается главой Республики Ингушетия. В прошлом году в республике зафиксировали высокий уровень пожароопасности. В некоторых районах он доходил до 5 класса. В целях информационного взаимодействия в случае возникновения лесных пожаров, а также для оказания помощи разработаны и заключены соглашения МЧС с Минприродой региона. В свое время там порядка 10 лет дискуссии шли о том, чтобы вообще ввести запрет на выжигание, мораторий на профилактические выжигания. Но сейчас, по уточнениям Рослесхоза, сроки профилактических выжиганий у нас смещены с весны на позднюю осень. Но, с одной стороны, там, конечно, это большие и плюсы дает, тем более для нашего региона, потому что у нас среднесуточная температура очень высокая, особенно в Малгобекском районе. А Джайрахский район у нас, тем более, там еще превалирует хвойная порода, где могут быть верховые пожары. Они очень опасны и очень тяжело поддаются ликвидации. Противостоять воспламенившемуся сухостою нелегко. При высокой температуре воздуха и порывах ветрах высохшая трава вспыхивает как факел. В таких случаях огонь движется со скоростью 25-30 км в час. Ликвидируя таким образом сухую траву, люди не только нарушают процесс образования перегноя и обедняют почву. Они думают, здесь свежая трава вырастет. Вот логика наша. Свежие сорняки, все, что здесь мы сожжем. Ну а какова судьба теперь этого сорняка, этой травы, этой жизни, которая в этой траве? Мы же понимаем, что полезные животные, они, так сказать, обычно в верхних слоях этой почвы живут. А вредители, вот эти сорняки, они уходят более глубже в нету. Ну, сожгли вы, а корни там-то остались. И быстрее, чем эта полезная трава, опять вам вырастет там тот же сорняк.
Если вы стали очевидцем пожара, в первую очередь нужно позвонить в пожарную охрану и сообщить точное место возгорания. И только при наличии средств тушения можно приступить к ликвидации до приезда специалистов. Хава Гагиева, Джамалей Султыгов, Новости 24.